Снизить уровень безработицы в течение года до показателей докризисных. Такую цель поставили власти республики по снижению напряженности на рынке труда. В Ингушетии намерены реализовать 5 инвестиционных проектов. Это позволит создать более 700 новых рабочих мест. А до 2026 года запланирован запуск 20 подобных проектов. Только по линии Фонда поддержки предпринимательства, Махмуд Шаевич, по вашему поручению, начиная с октября 2020 года создается 98 рабочих мест. Также важным элементом работы по снижению безработицы является вовлечение населения в предпринимательскую деятельность. На сегодняшний день в Республике Ингушетия, по данным Минэко, действует 4300 субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников 5669 человек. В результате реализации проекта «Популяризация предпринимательства» по итогам 2020 года в сферу МСП вовлечено дополнительно 329 человек и создано 49 субъектов МСП. А по итогам 2021 года мы планируем не менее 1831 человека, кто зафиксирует статус самозанятого. В 2021 году работа будет продолжена. Так, в рамках разработки обновленной стратегии развития СКФО правительство республики предложило индивидуальную программу на 2021-2026 годы, предусматривающую реализацию 20 инвестиционных проектов с общим количеством создаваемых рабочих мест к 2025 году в количестве 1191 единицы. В минувшем году обязательным условием при получении любых видов господдержки для предпринимателей стало создание новых рабочих мест. Сейчас в регионе прорабатывается дополнительный пакет мер поддержки занятости населения. Ведется мониторинг рынка труда, организовывается дополнительное образование для безработных. Глава региона подчеркнул персональную ответственность каждого чиновника за возложенные на него обязательства. И вот эта поступательность, я хочу, чтобы у каждого отложилось, каждого министра, каждого работника, что мы можем это делать и будем делать. И не надейтесь, что я это не увижу и не проведу дальше эту политику. Я не устану, не надейтесь. Кто-то думает, если. И не устанет правительство, я буду требовать это. Одна из главных проблем высокого показателя безработицы – это большой процент неформально занятых. Простыми словами, большая часть жителей республики работают без официального оформления, то есть в тени, что не только ухудшает статистику занятости, но и приводит к снижению налоговой базы, а сами работники лишены социальных выплат. И самое важное, что трудинспекции, которые я требовал, чтобы они заработали наконец-то, я вижу, что-то уже начали делать. Это ведь стаж работы, это ведь больничный, страховые, отпуск вовремя. Понимаете? Глава региона отметил, что снижение безработицы во многом определяется мерами экономической политики, которые направлены на стимулирование занятости. В части занятости населения положительные у нас есть примеры реальные. То есть не просто на бумаге, не просто там вот мы будем делать, мы собираемся делать. У нас конкретно есть в части и обувной фабрики, там до 300-400 рабочих мест, и где-то до 1500 швейная фабрика, реальная, не на словах, а реальная. И инвесторы зашли, и мы сегодня можем сказать, что швейная фабрика, которая нам говорили, что мы не сможем реализовать данное предприятие. Там были даже такие мысли, некоторые люди безответственные, а можно сказать и вредители, которые чуть ли там рынок не хотели сделать. Мы вышли на торги и говорили нам, кто там не придет, инвестор. Пришли, я вам скажу, 17 на торги вышли, 17 предприятий. И 281 миллион заплатили в бюджет, и еще вкладывать будут до 400 миллионов. Особое внимание глава Ингушетии обратил на необходимость реанимации простаивающих предприятий и объектов, а швейная и обувная фабрики – это лишь первые ласточки в реализации этих планов. Глава региона отметил, что каждый квадратный метр введенного объекта за бюджетные средства должен приносить прибыль в виде налогов и рабочих мест. Вот полиграфический комбинат. В 2001 построен, образовали. 2016 года договор аренды. Договор
16 платят, не платят. Ну, понятно, говорят, годовой аренды там миллион там, с чем-то. За счет бюджета построенные предприятия, организации, здания, сооружения должны быть полезны для республики, для жителей республики. А я так понимаю, отдали 3333 квадратных метра, общая площадь. Слушайте, а где БЭП, где служба экономической безопасности? Посмотрите, что делается. Картонажная фабрика. На государственные деньги строим. Строим. Бюджет Российской Федерации. Дают деньги, строим. А потом кто-то в аренду там племяннику дает какому-то еще. И знаете, что еще? Самое главное, что он судится с нами еще. Наша собственность государственная. Значит, указания мною даны. Каждый квадратный метр, собственность российская, федеральная, региональная, муниципальная, она должна работать на государство. Оставьте все, то, что вот там обычаи, традиции, вот дома, все у нас дома. Вышли из кабинета, будьте, пожалуйста, самыми лучшими жителями республики и живите. Но сюда пришли, откройте должностной регламент свой и руководствуйтесь только им. Субъект Российской Федерации, Республика Ингушетия должна настолько быть интегрирована в правовое поле России, насколько это требует Конституция и законы. Кто это не понимает, не по дороге. У меня накопилось столько материалов, просто я не хочу сейчас будоражить, пока это... И кто-то думает, если я не вижу, не слышу это, не думайте. Керамзитовый завод, да что там, взяли там, построили за деньги, вот лежит. Кирпичный завод, лежит. Миллиарды, вот миллиарды. Слушайте, вы что себе представляете? Минимущество, Росрегистрация, правоохранительные органы, именно экономический блок. Вот где у криминала-то, вот он где. В числе успешных производств глава региона отметил туризм и сельское хозяйство, а климат и погодные условия этому только в плюс. 10 кошар, коровники, пустые. ГУПы говорили, вот они там все в убытке. Поставили вопрос, что будем расформировать. Заработали. И на сегодняшний день я вам скажу, что 20 числу 5000 овец. 5000 овец. К маю месяца 10 тысяч овец уже. Все кошары заполним. Более 300 КРС закупили. А так 10 лет стояли. Вот, поэтому для нас самая главная задача, и вот последний раз, неделю назад, Владимир Владимирович выступал, президент, ведь он всегда на социальные вопросы обращает внимание. А тут он первое начал с чего? Он сказал, займитесь безработицей. А у нас это главное. А мы можем это сделать. Мы можем это делать. У нас сейчас, если в этом году у нас, предположительно, я думаю, 5-7 предприятий мы можем реализовать, инвесторы к нам пойдут, нам поверили. Увеличение числа рабочих мест – одна из главных задач, которые стоят перед властями республики. И несмотря на все меры, которые предпринимаются, все еще большая напряженность на рынке труда. В 2020 году в среднем каждый третий житель региона числился безработным. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.